О самых заметных событиях пятницы, 25 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, вот основные темы. Форум «Цифровой алмаз» в Якутии объединил лидеров экономики из регионов страны. Первый день завершился успешно. Озвучим главное. В Якутск с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Решетников. Программа главы Минэкономразвития была насыщена встречами и переговорами. Получить консультации узких специалистов и проверить здоровье. Медосмотр для семей мобилизованных якутян организовали в столице республики. Мирный в ожидании грандиозного шоу. Приедут настоящие звезды мирового танцевального спорта. Расскажем подробности. Подготовка к Новому году в Нерюнгри началась с установки праздничной елки. Как украсят столицу Южной Якутии, главного праздника. Форум «Цифровой алмаз» в Якутии объединил лидеров цифровой экономики из регионов страны. Первый день завершился успешно. В течение дня представители федеральных министерств и ведомств, местных властей, бизнеса, крупных IT-компаний обсудили ряд важных и актуальных вопросов. Главными гостями и участниками стали министр экономического развития России Максим Решетников и министр цифрового развития и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Отмечу, что приняли участие более 1000 гостей и свыше 100 спикеров из Якутии и других регионов. Якутия в текущей ситуации, если кто-то столкнулся с проблемами, да, то в Якутии скорее появились дополнительные возможности, потому что регион расположен выгодно к тем рынкам, на которые мы переориентируемся, к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, близость, в принципе, наличие инфраструктуры, в первую очередь железной дороги, большой объем действительно проектов индустриальных, связанных с новыми ГОКами, с освоением полезных ископаемых, с одной стороны, да, и это хорошие проекты, их надо делать, они имеют большой потенциал. У Якутии есть своя стратегия, как раз основанная на развитии креативных индустрий, IT-индустрий, туризма и гостеприимства. Да. Это то, что создает, во-первых, устойчивую базу экономики, устойчивую социальную базу, потому что это малое предпринимательство, это действительно рабочие места, это потребление внутри республики. Ну и при всем при этом это создает такой продукт с высокой добавленной стоимостью, который котируется на внешних рынках. Мы говорили сегодня о развитии туризма, въездной туризм в республику. Ну и, конечно, нельзя не сказать и об участии республики в национальных проектах. Мы видим, что здесь действительно очень хорошо реализуется проект по производительности труда. Видно, как люди относятся, видно, насколько укореняется вот эта культура производительности труда, видно, насколько управленческие кадры мотивированы, да, и готовы развивать. И это говорит в целом все-таки о высоком уровне вот этих процессов в республике, говорит о том, что действительно большой экономический потенциал, и он активно реализуется. Первый день форума включал 3 трека: технологическая держава, цифровые медиа и геймдев. В каждом треке провели по 5 различных сессий. А по итогам мероприятий в течение дня подписаны 7 соглашений с министерствами и предприятиями. Разворот нашей страны на восток, который сейчас идет, он как раз создает для Дальнего Востока и для Якутии, в частности, огромные возможности. Но для того, чтобы тот очень значительный промышленный рост, который сегодня есть в республике, а у нас по итогам 10 месяцев промышленный рост 12,4%, это один из лучших показателей в целом по стране, и стал таким, знаете, мощным драйвером для развития и Дальнего Востока, и в целом страны, нам нужно сегодня решить 2 главные задачи. Это даже не задача для Якутии, это задача для всей страны. Это создание нового транспортного и энергетического каркаса для всей нашей огромной территории. Потому что они были созданы в свое время, исходя из возможностей экономики 70-х, 80-х годов прошлого века. Они не учитывали появление множества новых индустриальных проектов, о которых сейчас вот как раз и Максим Геннадьевич говорил,
говорил. И, конечно же, вот создание новых транспортных коридоров. В первую очередь это путь из Восточной Сибири через Мирный Якутск, дальше на Магадан и выход на Охотское море, создание других транспортных коридоров и создание новых энергетических мощностей, таких как атомная станция малой мощности, например, в Устьянском районе, появление крупнейшей электростанции для снабжения электроэнергией второго этапа модернизации восточного полигона российских железных дорог в Ленском районе. Вот такие проекты, они, конечно же, важны, и их появление может генерить уже новые промышленные проекты, которые способны будут постоянно поддерживать промышленный рост Якутии в двухзначных цифрах. И, конечно же, это даст мощный толчок и социальному развитию, повышению качества жизни людей и в Якутии, и на всем Дальнем Востоке. Теперь отдельно о визите Максима Решетникова. Программа пребывания главы Минэкономразвития была насыщена встречами и переговорами. Особое место в ней занял осмотр динамично развивающихся объектов. Все подробности визита у Анны Пшенниковой. Сразу из аэропорта Максим Решетников отправился осматривать круглогодичный тепличный комплекс «Сайюри». Хозяйство является уникальным не только для России, но и для всего мира. Уже 6 лет «Сайюри» обеспечивает жителей Якутска свежими овощами и зеленью. Министр познакомился с передовой технологией выращивания овощной продукции в условиях Крайнего Севера. Регулируем микроклимат. Это у нас есть собственная котельная, собственные газопоршневые установки. Так как предприятие энергоемкое, мы из газа вырабатываем собственную генерацию электричества и даем досветку. Благодаря системе Прива и нашим котлам мы регулируем температуру в теплицах и выстраиваем нужный режим. В том году мы вырастили 1400 тонн, выполнили план. В этом году мы планируем собрать 2272 тонны. Следом министр экономического развития отправился в креативный кластер «Квартал труда», где познакомился с возможностями и перспективами развития направлений креативной индустрии Якутии, в частности, регионального кинематографа. Министр познакомился с наработками местных анимационных студий, узнал об особенностях северного кинопроката. Сегодня Якутия является локомотивом развития кинопроизводства на Дальнем Востоке, однако отрасль нуждается в модернизации. Нам надо, во-первых, дооснастить и модернизировать материально-техническую базу Сахафильма. Тогда мы можем не только обеспечить техническими и кадровыми услугами внутри Якутии, но и наших партнеров, коллег с Бурятии, Чукотки, Камчатки, Дальнего Востока и так далее. Важным этапом поездки министра стала встреча с представителями местного бизнеса и, в частности, туристского сегмента. Участники встречи вышли на разговор с конкретными предложениями, и Максим Решетников пообещал решить поставленные вопросы конструктивно. Очень хороший диалог получился с министром, и наши предприниматели познакомились и договорились о том, что и дальше будет продолжаться диалог с федеральным центром. Сегодня мы готовим от предпринимателей запрос по тем предложениям, которые сегодня были прозвучены. Также мы готовим и протокол данной встречи. Соответственно, я считаю, что результатом данной встречи будут, наверное, нормативные и законодательные решения, которые отразятся уже, наверное, в 2023 году. В общении с представителями бизнеса министр Решетников отметил, что каждый регион имеет свои особенности, и в решении вопросов они должны учитываться, особенно в части требований, которые в силу специфики региона не всегда могут быть выполнены местными предпринимателями. Можно с уверенностью сказать, что именно на такой предметный диалог и рассчитывали местные бизнесмены. Анна Пшенникова, Григорий Хлопков, Якутск. Акционерное общество ТЗРК, входящее в группу компании GV Gold, отмечает 10 лет со дня основания. Также предприятие празднует 5 лет с момента запуска Тарынского горно-обогатительного комбината, одного из крупнейших добывающих предприятий Аймеконского района. О том, с какими успехами компания встречает знаменательные даты, в следующем материале. Тарынский горно-обогатительный комбинат входит в состав золотодобывающей группы компаний GV Gold и является одним из крупнейших горнодобывающих предприятий Аймеконского улуса Якутии, полюса холода России. В этом году предприятие отмечает 10 лет со дня основания акционерного общества ТЗРК, которое занимается промышленным освоением Тарынского рудного поля, и 5-летний юбилей с момента запуска Тарынского ГОКа. Старт был дан на Восточном экономическом форуме 2017.
Предприятие начало работу летом того же года и в рекордные сроки вышло на проектные показатели, что стало возможным благодаря сплоченной команде АО «ТЗРК». Группа компаний GV Gold обладает уникальным 25-летним опытом управления от геолога-разведки до строительства высокотехнологичных горнодобывающих предприятий на территории Сибири и Дальнего Востока. GV Gold сегодня – это 6 обогатительных фабрик с общей перерабатывающей мощностью порядка 10,5 тонн руды в год. Но наше главное золото – это наши сотрудники. Наша компания объединяет почти 3500 работников, которые трудятся вахтовым методом работ. За годы работы между предприятием и муниципальным образованием Аймеконский улус выработан алгоритм совместных действий в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве по взаимодействию и сотрудничеству по решению социальных, экономических и экологических задач для комплексного развития муниципального образования. Предприятие участвует в реализации приоритетных национальных проектов и социальных программ в области физкультуры и спорта, медицины, образования и культуры. Как один из крупнейших работодателей в Аймеконии, АО «ТЗРК» несет социальную ответственность по обеспечению достойных условий труда и быта местного населения и своих работников. При подборе персонала на территориях в первую очередь предпочтение отдаем трудоустройству местному населению. Так из 800 рабочих у нас трудится порядка 130 работников, жителей Саха-Якутии. А если это высококвалифицированные работники, то, конечно, это высокие заработные платы, отличные условия быта и проживания. Работаю 4-й год в данной организации. За все это время много произошло изменений в лучшую сторону. Развиваемся потихонечку, руководство в этом содействует. Обращаешься по всем вопросам, всегда идут навстречу, всегда вопросы все решаются. Программа действует через прием студентов на производственную практику и их дальнейшее трудоустройство после выпуска, а также через наем разнорабочих с последующим их обучением. Впервые на Тарынский ГОК я попала летом 2021 года. Тогда у меня была производственная практика от колледжа. До этого момента я и представить не могла, что такое вахта, каково это – быть вдали от дома, семьи, тут, на севере. 3 месяца я отработала в должности горнорабочего на маркшейдерских работах. Каждый день практики был наполнен новыми впечатлениями. Получила навыки самостоятельного решения производственных задач в условиях нестандартных ситуаций. А это, как по мне, необходимое условие в профессиональном становлении маркшейдера. Я закончила университет в городе Москва, училась в Российском химико-технологическом университете имени Дмитрия Ивановича Менделеева. Когда я заканчивала университет, у меня не было представления, как и где, кем я буду работать. И меня привлекло именно предложение АО «ТЗРК» на инженер-лаборанта. На тот момент у меня также не было опыта именно в производстве, поэтому начальник взяла меня лаборантом пробирного анализа. Данная компания помогла мне развиваться и до сих пор помогает. Повышение заработной платы произошло. Также нам оплачивают билеты с места работы до дома и обратно. Также нам оплачивают проживание в гостиницах. Компания постоянно работает над улучшением социально-бытовых условий на предприятии. Из еще совсем недавней юрты, где ютились первооткрыватели, Тарынский ГОК превратился в современное предприятие с развитой инфраструктурой, с комфортными общежитиями, спортзалом, сауной и солярием. Внимание уделяется и спорту. На ГОКе благоустроены зоны для активного отдыха, тренажерный зал и площадка для волейбола. Лидерами в отрасли становятся структуры, в которых все взаимосвязано и нет второстепенных вещей. Современное производство и техника нового поколения неразрывно связаны с квалифицированными специалистами, а наличие квалифицированных специалистов подразумевает высокие зарплаты и достойный уровень жизни в вахтовом поселке нового поколения. Именно это история ТЗРК, история GV Gold. Идем далее. В производственном объединении «Якутцемент» мониторят потребности членов семей своих мобилизованных сотрудников. Напомним, от предприятия в зону спецоперации отправились 19 человек. Руководство завода незамедлительно выделило им и их семьям материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Также за каждым призванным работником «Якутцемента» гарантированно закрепляется его рабочее место.
Помимо денежных вопросов, управляющий директор Алиш Мамедов сам лично следит за положением дел членов семей своих мобилизованных работников. Когда мы говорим о помощи мобилизованным, в каком виде он должен быть? Он должен постоянный раз, он должен быть до конца этой операции, независимо где они. Они могут даже в Хабаровске еще тренируются. Может, они даже вообще туда не попадут. Это не значит, что мы не должны этим семьям помогать. Семьи для нас остались. Поэтому мнение Мамедова не меняется. Мы всегда были своим народом, своим коллективом, своим поселком. Это коллективизмом мы здесь всегда побеждаем. Все знают, что Семетники – это целая большая, хорошая семетная семья. Эти семьи уехали ребята в дальние края. Думаю, что вот такая позиция сохраняется, и есть мнение у каждого руководителя, не только у меня, у нашего акционера, собственника, потому что это самое главное внимание семьям, которые уехали. Организации столицы тоже продолжают оказывать активную помощь семьям мобилизованных. Обследование у специалистов узкого направления для семей военнослужащих провели по инициативе Якутской республиканской клинической больницы во Дворце детства. Граждане бесплатно прошли медицинский осмотр. С какими болезнями чаще всего сталкиваются женщины, узнавала Галина Чекурова. В организации акции с оповещением семей мобилизованных помогала администрация Центрального округа. Так было совершено около 100 звонков. Прошедшие обследования отмечают, что благодаря мероприятию они смогли пройти врачей узкой специальности, к которым попасть достаточно сложно. Всего в акции поучаствовали 11 врачей. Сегодня индивидуально подходим к каждому. Это пробуем мы совместно с Центральным округом. И здесь все наши узкие специальности, как ревматолог, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, терапевт, психолог, юрист, консультации, все здесь нужные наши специалисты дают. И здесь наши специалисты выявляют, диагностируют заболевания. Если нужна какая-то госпитализация, обследование, сразу мы берем на отделение обследовать. Одним из узких направлений медицинского обследования является ревматология, которая занимается диагностикой и лечением групп заболеваний, протекающих преимущественно с системными или локальными поражениями суставов. Всего за день медосмотру данного специалиста прошли чуть больше 30 людей. По словам врача, почти всем пациентам она выписала направление на углубленное обследование. Специалист отметил, что самым частым заболеванием среди населения является остеоартроз. Роль факторов их много. Это начиная с образа жизни, наследственную роль тоже никто не отменял. Также влияет, конечно, плохие условия. Тот же холод, избыточные физические нагрузки, инфекционные заболевания, которые могли запустить процесс. И также лишний вес, это гиподинамия или отсутствие движений. Это все комплексно. И лечение также, соответственно, комплексное этих проблем. Галина, женщина, которая проводила своего сына на специальную военную операцию в конце сентября, очень рада такой акции. По ее словам, к узконаправленным врачам попасть сейчас очень трудно. Галина отмечает, что больше всего она хотела попасть к кардиологу. Эмоции положительные, хорошие. Все прекрасно. Очень хорошо организовано все. Врачи, все специалисты, все очень приветливые. Поэтому очень понравилось. Сделала и кардиограмму, и кардиолога прошла. Уже пойду к своему врачу лечащему. Уже будет с направлением все легче. Сейчас пройду к офтальмологу. К офтальмологу обязательно надо, потом к отоларингологу, тоже специалисты узкого направления, поэтому обязательно надо пройти. Всего к концу акции медосмотр прошли 198 граждан, из которых на стационарное лечение направлено 3 человека. Галина Чекурова, Илья Сыромятников, Якутск. Также в столице завершился финал ежегодного конкурса профмастерства среди рабочих специальностей на призы Якутской городской думы. Всего в конкурсе приняло участие 270 студентов среди специальных учебных заведений. С будущими сварщиками, электриками и ювелирами встретилась наш корреспондент Мария Кардашевская. Есть фаза? Ага. Есть, да. Есть, хорошо.
Электрики подключают электричество, автомеханики собирают двигатель, ювелиры создают украшения. Так студенты 6 учебных заведений республики встретились в борьбе за звание лучшего в своей профессии. Всего в 5 номинациях конкурса приняло участие 270 студентов средних специальных учебных заведений. В финал вышли 50 участников. Очень отрадно, что наши ребята, студенты, очень активно участвовали в конкурсе. Это говорит о том, что есть очень хорошая заинтересованность, здоровый интерес к своей профессии. И я думаю, что благодаря таким конкурсам мы будем раскрывать таланты, которые нам необходимы нашему городу. Среди участников есть и представительница прекрасной половины человечества. 16-летняя Мария Филиппова ловко орудует бормашиной и паяльником. Для того, чтобы создать из латунной пластины подвеску, ей хватило 3 часов. Девушка признается, что выбрала свою будущую профессию еще в детстве. Я еще, будучи школьницей, захотела стать ювелирным дизайнером. Я еще тогда начала готовиться к соревнованиям. Сейчас я делала украшения, подвеску, и мы должны были это закончить за 3 часа. Девушка уже становилась победительницей регионального чемпионата WorldSkills, и в этот раз она тоже справилась с заданием на отлично, по праву заслужив звание лучшей в своей профессии. Мария Кардашевская, Илья Сыромятников, Якутск. Уже в следующие выходные в алмазной столице состоится незабываемое событие – Кубок Триколор. В Мирном Союз танцевального спорта Якутии совместно с Всероссийской Федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла при поддержке Алроса проводят грандиозные соревнования «Кубок Триколор». Зрителей ждут спортивные выступления детей и взрослых из городов Якутии и России. Кроме того, планируется профессиональная часть с мастер-классами и судейским конгрессом для тренеров и судей. В Якутию прибудут лучшие танцевальные дуэты в европейской и латиноамериканской программе, которые выступят в 3 командах. В них будут стандарт, латино, а также уникальная возможность у юных танцоров Якутии выйти и посоревноваться на одной площадке с такими великими, без преувеличения, спортсменами, которые будут представлять элиту российского танцевального спорта. Так, Мирный посетят мировые звезды танцевального спорта. Европейскую программу представят 6-кратные чемпионы мира по танцевальному спорту Дмитрий Жарков и Ольга Куликова. Латиноамериканскую программу покажут 20-кратные победители серии турниров Гранд Слэм, 12-кратный чемпион России, 5-кратный чемпион Европы Армен Цатурян и чемпионка мира России и Европы Доминика Бергманова. Всеми красками этого события можно будет насладиться 4 декабря в спортивном комплексе «Кимберлит» города Мирный. Вход свободный после регистрации. Подготовка к Новому году в Нерюнгри началась с установки праздничной елки. За эти дни предстоит проделать большую работу, чтобы создать домашний уют и новогоднюю атмосферу, которая будет царить не только на площади Ленина, но и на улицах, а также в городском парке и скверах. Эти площадки тоже будут украшены яркими разноцветными гирляндами и арт-объектами. Ну а главному празднику для населения подготовят елку, ледяные фигуры, горку, снежные фигуры и цифры наступающего года 2023. Работники управления культуры заканчивают работу над сценариями детских утренников. Артисты репетируют концертные номера. Техники готовят к установке элементы иллюминации и освещения. Позиция глав и района, моя и всех поселков – сохранить праздничные мероприятия для детей. Мы для этого все делаем. Начинаем уже устанавливать елку. В этом году принято решение по строительству горки. Будет большая горка возле здания ДК. Все праздничные мероприятия в парковой зоне. Парк готовит очень большую такую программу перед Новым годом, в рождественские праздники. Поэтому все мероприятия, которые нацелены на развитие, на развлечение детей, мы их все оставим. Поэтому прекрасно понимаю, что время непростое, но Новый год для детей будет сохранен. И мы планомерно уже установим фигуры совместно с районной администрацией. То есть такие мероприятия точечные стараемся сохранить, которые для наших детей, для жителей нашего города будут полезны. Далее смотрите рубрику «Между тем». Но я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных вам выходных. Вы смотрите программу «Между тем». Я, Дмитрий Аргунов, говорю вам здравствуйте.
Украинские ракеты против польского трактора. Что нового? Опять обращаемся к американской прессе. НАТО оказалось в ловушке из-за заявлений Киева после падения украинской ракеты на территории Польши. Такое мнение высказала обозреватель журнала The American Conservative. Вводные, все, включая и Байдена, и поляков, признали, что крестьяне в приграничном поселении Польши стали жертвой украинской ракеты, залетевшей на территорию соседней страны. Автор материала указала, что после того, как было озвучено мнение о шальной украинской ракете, неверным было бы предполагать, что Киев и Вашингтон не знали об этом заранее. Цитата. «Ни одна великая держава или империя в истории не оказывалась в такой ловушке из-за собственных идеологических размахов. НАТО ничего не делало и не будет делать без разрешения Вашингтона. Между тем, этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства Альянса и риск возникновения спирали эскалации. В следующий раз миру может не так повести», говорится в статье. Таким образом, добавил обозреватель, чем больше альянс, тем труднее лидеру руководить им в собственных интересах. Теперь Вашингтону приходится рисковать своей безопасностью ради защиты восточноевропейских союзников. Как отметил 16 ноября вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Запад признался, что ракета, упавшая на территории Польши, является украинской. Он добавил, что западные страны продолжают заявлять об угрозе со стороны Российской Федерации для НАТО и необходимости укрепления коллективной обороны. То есть раздуваемся еще больше, говорит противоборствующая сторона, увеличивая тем самым риски, какие я приводил выше на основании публикации американской прессы. Увидимся.